профсоюз. И разработанная нынешним парламентом новый закон, который хотят принять через 2 часа, она противоречит не только международным законам профсоюза, но и человеческому разуму. Мы сегодня выступаем против проекта закона о профсоюзах, который был инициирован депутатами и принят уже в первом чтении 13 июня, потому что данный проект закона грубо противоречит конвенциям Международной организации труда. Кыргызстан принял на себя обязательства, и мы ратифицировали 98-ю конвенцию МОТ и 87-ю о праве граждан на объединение, о свободе на объединение. Сейчас каждый гражданин Кыргызстана имеет право свободно вступать в профсоюз, выходить, устанавливать свои условия работы, определять направление работы профсоюза и так далее. Новый проект закона грубо противоречит, грубо ущемляет права людей. Теперь люди уже свободно не имеют права вступать в профсоюзы, люди только, значит, определенные рамки устанавливаются. И даже, допустим, если сейчас простой пример, взносы, люди собирают взносы, сами определяют, сколько будут из своей зарплаты собирать на профсоюзную деятельность. То есть сейчас по проекту закона указывается, что правительство устанавливает размер и порядок перечисления членских профсоюзных взносов. То есть уже правительство будет, например, установить, что 3 или 5% в обязательном порядке будет удерживать. Это, конечно, ущемление прав людей будет. Поэтому кроме этого, Кыргызстан сейчас является членом программы ВСП+, о льготной торговле с Евросоюзом, по которому нулевая ставка устанавливается по продаже товаров, продуктов питания и так далее в Евросоюз. Нарушение конвенции МОТ, 87 и 98 в том числе, влияет на участие Кыргызстана в этой программе. Соответственно, если сейчас этот закон будет принимать, Кыргызстан исключат из программы ВСП+. Соответственно, наши многие производители товаров, услуг потеряют право по нулевой ставке продавать. Это все, конечно, приведет к банкротству и экономическим негативным последствиям. Мы требуем отклонить данный проект закона и доработать его с участием наших предложений. Вот мы полностью подготовили все наши предложения, есть. Мы их направили в Джорг-Кенеш, мы вручили их депутатам, инициаторам, и в том числе комитет по соцполитике, но они пока наши требования не рассматривают. Да. Друзья, товарищи, это уничтожение профсоюзов! Ура! Мы вынуждены были сегодня выйти на митинг, потому что наш голос не слышат Джорг-Кенеш, в частности, инициаторы. Сейчас по новому проекту закона, вот вторая статья, к примеру, только работающие имеют право вступать в профсоюз. А мы пишем, например, каждый, достигший возраста 14 лет и осуществляющий трудовую деятельность, а равно учащийся и пенсионер, имеет право по своему выбору свободно создавать профсоюзы. Вот мы, например, такой пункт предлагаем. Потому что сейчас, представьте, пенсионер, он вышел на пенсию, и получается все, он уже исключается из профсоюза по новому проекту закона, никому не нужен. То есть он 20, 30, 40 лет работал, свой вклад вносил, и теперь он никакие льготы уже не имеет права получать. Мы просто практически пенсионеров выбрасываем на улицу. А мы здесь все-таки считаем, что члены профсоюзов, пенсионеры тоже должны защищаться профсоюзами и законом, имеют право на объединение в профсоюзы. Главная цель сегодняшнего митинга, акции заключается в том, чтобы обратить внимание депутатов за принятие незаконного проекта о профессиональных союзах, где она противоречит конвенциям, международным конвенциям МОТ. Международная организация труда, это конвенция 87-я и 98-я и 144, где четко сказано, что профсоюзы имеют право на свободное объединение. А тут в законопроекте происходит ограничение наших прав. Мы поэтому за это вышли. И главное, что я хочу сказать, в других странах, допустим, в России, они с профсоюзами, Путин, допустим, очень хорошо работает. И я надеюсь, что наш президент тоже очень народный человек. И я думаю, до него дойдет эта акция и правильное решение примут. Потому что у президента тоже есть вето